Музыка открыта всем, но каждому по-своему. Для одних это энергичное и ритмичное начало, для других это многогранность и тонкость чувств, а для третьих это удивительный, огромный и разнообразный мир музыки, мир красоты, в котором отражены чаяния, надежды, сопереживания, а также проблемы, которые волновали их созидателей. Здравствуйте, уважаемые канашцы! В эфире передача «С любовью», и я ее ведущая Гузель. И сегодня мы направляемся в гости к очень хорошему, очень замечательному человеку, неординарной личности, первому композитору нашего города, преподавателю детской музыкальной школы Коровиной Аллы Михайловны. Итак, мы идем навстречу к ней. Сегодня я просто хотела бы представить нашему городу, нашим канашцам, любимым нашим горожанам, человека неординарного, творческого и человека, который своим творчеством оставляет неизгладимый след в нашей памяти. Скажи, пожалуйста, вот ты работаешь преподавателем в музыкальной детской школе. Как начался твой путь к музыкальному Олимпу? Ну, во-первых, то, что моя семья очень музыкальная, со стороны мамы особенно. Мама у меня очень хорошо пела, и на домашних посиделках у нас все ее братья, сестры, все играли на гитаре семиструнной и под гитару пели. Помню вот моменты детства, то, что я всегда подбирала на каком-нибудь инструменте. Была гармошка, на гармошке подбирала. Но была гитара, маленечко на гитаре, еще там на одной струне подбирала. Ну и как начался твой музыкальный путь? Вначале было что? Была старая музыкальная школа в доме номер 33 по проспекту Ленина. Мы жили рядом с этой школой, и я всегда ходила каждый день мимо этой школы. И у меня первая поступила в музыкальную школу, это моя сестра старшая, а потом уж отдали меня. И я помню, когда я поступала в музыкальную школу, я играла собачий вальс с импровизациями, со своими личными добавками. А потом было музыкальное училище. Имени Павлова? Да, Чебоксарское музыкальное училище. Я окончила теоретическое отделение. На фортепиано я хотела на фортепиано поступать, но мне не хватало 1 года. Я закончила школу музыкальную только 6 лет, потому что 8 классов, и после 8 класса мне надо было дальше учиться, получать среднее специальное образование. И поэтому я пошла в музыкальное училище, но поступила на теоретическое отделение. Вот я закончила музыкальное училище и вернулась уже в качестве преподавателя в музыкальную школу. А потом, через несколько лет, так как надо было получать высшее образование вроде бы как, и поступила на заочное уже музыкальное отделение Чебоксарского педагогического института. Когда вы учились в старой школе музыкальной, кто у вас там был директором? Кто был твой первый преподаватель в той старой музыкальной школе? Первых моих наставников, можно сказать, и когда я училась в музыкальной школе, и когда я стала уже преподавателем, это мои наставники были Александр Герасимов, Клара Михайловна Мефодьева и Александра Архиповна Егорова. Вот они мои самые первые учителя и в музыкальной школе, и учителя, когда я начала свою педагогическую деятельность. Они во многом мне помогли, как бы направили на дальнейшую мою деятельность педагогическую и творческую. Теперь в этой школе, вот в новой школе, в которой ты уже трудишься тоже, наверное, не 1 десяток лет. Да. Как здесь кто был с вами рядом? Какие педагоги тоже окружали вас? Тоже ведь были педагоги старой когорты, так скажем. Сейчас, в настоящий момент, вот я уже назвала, кто мне, как говорится, был наставником моим, а сейчас даже как-то... Теперь уже как сами наставники. Да, сами уже наставники. Я вот рядом сижу с Аллой Михайловной, которая является композитором, член Ассоциации композиторов Чувашии. Вот представляете, как звучит? Член Ассоциации композиторов Чувашии. И Алла Михайловна у нас является композитором. То есть это ее любимое увлечение.
И благодаря тому, что вот она связала свою жизнь с музыкальной школой, ну, вроде педагог, учить детей прекрасно, давать им дополнительное образование, но в ней еще раскрылся талант как композитора. И я сама помню, как приходила в музыкальную школу, мы сидели на концерте, слушали замечательные композиции, песни. Вот, они были выстраданы. Или это были ваши какие-то проблемы, или какие-то переживания? Что побудило, например, Аллу Михайловну стать композитором? Ну, это само собой это выходит, само собой. И как я стала композитором, просто в первую очередь по необходимости, наверное. Просто однажды мы ставили с Еленой Ивановной сказку музыкальную к утреннику очередному первоклассников. И сказку нашли, сценарий, все, а музыки нет. Ну, давай, Алла Михайловна, музыку сочинила. Но я сочинила музыку. Просто у меня были такие способности, наклонности. Но я всегда импровизировала, и вот эта импровизация, она выливается уже вот в какое-то конкретное творческое, значит, деяние. И получился у нас так мюзикл под названием «Музыкальный магазинчик». Это мои первые вот эти вот пробы в творчестве. А потом уже все это побольше стало, значит, появляться песен. Потом, значит, родные напевы были. Алла Михайловна, а какая самая первая композиция? Какая самая первая? Вот помимо это, значит, у вас была музыкальная сказка. Музыкальная сказка первая. А вслед за ней вот уже какая была вторая песня? Ну вот я сейчас вспомнила, это «Над зеленым озером огни». Это на стихи Якова Схая. Ага, это чувашская песня. Да. Алла, а сколько написали вообще композиций? Из какого года у вас вот это пошло? Ну, это мне пошло где-то с 2004 года. Да, в 2009 году у меня был первый творческий концерт. Тогда как раз был год молодежи, по-моему, и мой концерт назывался «Верь в себя, мечтай, дерзай». Потом второй концерт у меня творческий был в 2009 году. Это назрела необходимость уже диск, значит, сделать из моих песен. И вот, значит, второй концерт у меня назывался «Мир любовью создан». И в 2014 году «Музыка моя душа». А какой твой любимый хит? Какая твоя любимая композиция, песня, которая стала хитом? Кстати, я знаю, что многие в городе даже исполняют твои композиции. 41 год. Очень нравится мне эта песня. Прям когда я слушаю, слезы на глазах, на стихи Валентины Веденской. «Мама» тоже лирическая песня, но посвящена моей маме. Так как я очень люблю свой город Канаш, первая песня, она так называется «Канаш», тоже она на стихи Маргариты Михайловой, тоже очень люблю эту песню. Из детских песен мне очень нравится «Желтая песенка», «Первый класс», который у нас ежегодно звучит на утреннике первоклассников, и «Бегемотик». А небезызвестный хит «Золотые шары». Да, Вот «Золотые шары», да, ее любят. Но это на стихи Ларисы Рубальской. Да, мне очень нравится эта песня. Вы педагог с большим опытом, с большим педагогическим стажем. Прошло очень много детей, выпускников. И, наверное, среди них были ваши и любимые ученики, и были, наверное, те, которые продолжили учебу, то есть пошли по вашему, так скажем, профессиональному пути, хотели стать музыкантами, стали, наверное. Вот. Есть такие ученики? Ну, конечно, есть. Очень много у меня учеников, которые пошли, значит, по этой специальности, связали свою жизнь с музыкой.
В общем, очень трудно сейчас всех перечислить. Если сделать такой вот вечер выпускников, встречи с выпускниками, наверное, в зал не поместится наш. Я знаю, что вы творческий человек, он всегда творческий во всем. Талантливый человек тоже, талантлив во всем. В музыке, в профессии у вас все очень хорошо. Имея такой солидный педагогический стаж работы, имея столько учеников, имея авторитет среди ваших коллег. И я так думаю, что вы у нас, личность. Раз вы такой человек, очень творческий, наверняка у вас есть такие же и увлечения. Насколько я знаю, что у Аллы Михайловны, у нее много увлечений. Вот расскажите, Алла Михайловна, чем вы любите увлекаться в свободное от работы время? Конечно, честно говоря, времени мало свободного, потому что, не то что стараешься. Во-первых, живешь по расписанию. От урока к уроку, 5 минут перерыв, 1,5 часа обеда. И вот в эти вот перерывы стараешься еще сходить на лыжах или поплавать в бассейне. Ну а выходные, конечно, дачный участок. Это да. То есть, получается, вы сторонник здорового образа жизни, что сейчас очень даже важно в наше такое непростое время. Андрей, от себя лично хочу поздравить нашу уважаемую Аллу Михайловну с ее днем рождения. Пожелать ей крепкого здоровья, чтобы дальше также вела здоровый образ жизни, была всегда подтянутой, была всегда жизнерадостной, была всегда нацеленной на результат, на хороший результат. И хочу пожелать ей, конечно же, творческого долголетия, чтобы ваша музыка всегда волновала, радовала, трогала людей, их души, их мысли. И чтобы, Алла Михайловна, и чтобы дети, которых вы обучаете, даете им очень много прекрасного в это непростое время, пошли по вашим путям. Музыка дарит нам величайшее эстетическое наслаждение. Музыка – это прекрасное, музыка – это мир красоты. И эта красота должна сопровождать нас по всей жизни. И музыка должна стать нашим постоянным спутником жизни. На этом наша передача закончилась. Я благодарю Аллу Михайловну за предоставленное интервью. И, прощаясь с вами, говорю до скорой встречи. До свидания.